Огонь. Он дает тепло и свет. Испокон веков его используют для приготовления пищи, но у него есть и другая сторона. Огонь может превратиться в страшного и беспощадного зверя, который убивает все на своем пути. Люди научились бороться с ним. Этих отважных называют пожарными. Каждый день они готовы усмирить пламя и спасти чью-то жизнь. Сотни людей, сотрудников Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми круглосуточно несут службу и готовы в считанные минуты прибыть на место пожара или ликвидации последствий ДТП. Все начиналось 15 лет назад, когда в декабре 2008 года была создана региональная противопожарная служба, а на первое боевое дежурство огнеборцы республики заступили в начале следующего года. С 1 января 2009 года подразделения стали работать. Но нас тогда было больше 500 человек и порядка 50 подразделений. Соответственно, подразделения эти перешли к нам как из системы МЧС, до этого где-то какие-то были в системе МВД. То есть это были уже подразделения, которые функционировали не один год. Началась реализация концепции развития противопожарной службы субъекта и иных видов пожарной охраны. И предполагалось, что реализация этой концепции позволит нам выйти на прикрытие населенных пунктов от пожара в соответствии с техническим регламентом на 95 с лишним %. В последующие годы появились обновленные пожарные части на базе уже имеющихся, а также возведены и реконструированы здания под размещение новых пожарных подразделений. Сотрудники получили новое обмундирование и технику для работы. На сегодняшний день противопожарная служба — это порядка 1200 человек и 107 подразделений. То есть мы представлены во всех муниципалитетах, начиная с юга, с форпоста, Черемуховка, Гурьевка и заканчивая поселком Заполярный в Воркуте. Ну и, соответственно, Сударского района, и стоим практически у подножия Мань-Папунера. Основные объекты прикрытия противопожарной службы республики – это отдаленные населенные пункты, деревни, села и поселки, которые не входят в зону ответственности федеральной службы. На вооружении пожарных 230 единиц техники. Под особым контролем пожарных находятся и социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы. За 15 лет огнеборцами территориальных подразделений службы спасено более 760 и эвакуировано более 11 300 человек. По оперативным данным, за это время спасено материальных ценностей на сумму почти 3 миллиарда рублей. О том, как служба работает, наверное, показывают награды людей. Ведь наши работники имеют очень и очень много наград государственных за тушение пожаров, за спасение людей, за массовое спасение людей. За эти 15 лет мы сделали, как я уже говорил, наверное, не шаг, а такой большой прыжок, рывок в соседнюю галактику, я бы так сказал. Да, на сегодняшний день, опять же, пока мы строили, то есть акцент шел весь у нас на все-таки на реализацию концепции. Залог успешного выполнения задач – высокий уровень профессиональной подготовки работников. Для этого создан учебно-методический центр, где ежегодно повышают свою квалификацию порядка 3000 руководителей, специалистов организаций, министерств и муниципальных образований республики по гражданской обороне и защите от ЧС, пожарной безопасности и по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. А огнеборцы проходят профессиональную подготовку и получают профессию пожарной. Водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и командиры отделений проходят переподготовку. Всего же учебно-методический центр реализует 28 образовательных программ, как для работников противопожарной службы, так и для внешней аудитории. К слову, в планах в ближайшем будущем открыть учебную пожарную часть. В пожарную охрану люди приходят осознанно. Кирилл Бояров со школы хотел стать пожарным. Год назад получилось. И хотя уже не раз выезжал на тушение, помнит свой первый пожар. Первый пожар мой самый был, это когда я уже заступил пожарным первый раз. Получается, у меня была стажировочная сутки уже после учебы.
Мы поехали с 9 утра до 7 вечера, тушили дом. Кирилл – мастер спорта по лыжным гонкам, входит в сборную республики по этому виду спорта. Учится на преподавателя физкультуры в СГУ имени Петерима Сорокина. Говорит, что физподготовка сильно выручает в работе. Этой осенью он прошел обучение на базе одной из действующих частей под Сыктывкаром. Теперь он командир отделения. Самое сложное, но это, скорее всего, было, наверное, выучить все обязанности свои, все пожарно-техническое вооружение выучить, его тактико-технические характеристики его выучить, а все остальное, давалось как бы не с таким трудом. Доля романтики в этой, конечно, профессии есть. Не то, что она опасна и трудна, как говорится, все, а свои, есть свои моменты, которые откладываются в душе, в сердце. Для совершенствования практических навыков по тушению пожаров в региональных подразделениях регулярно проводятся пожарно-тактические учения и занятия по решению пожарно-тактических задач. Ежегодно на базе одного из подразделений проводятся смотры, конкурсы профессионального мастерства и соревнования по пожарно-спасательному спорту среди огнеборцев. В июле этого года прошел очередной конкурс профессионального мастерства. В этот раз тройку призеров среди подразделений региональной противопожарной службы возглавили сысольские огнеборцы. За ними Ухта и Удара. Спорт, он организует, он мобилизует, и это все напрямую отражается на выполнении его боевой функции, на выполнении боевой работы. Он работает с рукавами, значит, у него совсем по-другому уже работает и мышцы работают, и группы мышц, они подготовлены. То есть работа пожарного, она как бы сопряжена, вот, начиная с получения информации, включается голова, но опять же одеваешь ты боевку, опять работают руки. А если это все вывести на мышечный уровень, тогда и проблем не возникает у пожарного. Но если лежать и ждать, и вот когда пожар, я встану и потушу, у меня это получится, не получится, будут проблемы. Помимо постоянной отработки личных навыков идет и техническое оснащение. В 2022-2023 годах автопарк противопожарной службы пополнился 9 пожарными машинами. 6 из них направлены в районы арктической зоны Коми. Это маневренный и проходимый транспорт на базе автомобилей «Урал» и «КамАЗ». Это особенно важно для проезда в сельской местности, где огнеборцам приходится преодолевать большие расстояния и зачастую пробираться к месту возгорания по бездорожью. Еще одно достижение в юбилейном году – это появление собственного центра для обслуживания пожарных автомобилей в Сыктывкаре. В 2023-м региональная противопожарная служба запустила свой технический центр. Он необходим для проведения ремонта пожарных машин. В парке на сегодня 230 единиц техники. Теперь все ремонты и техобслуживание она проходит в региональном техническом центре. Достаточно большое количество, которые выслужили там или половину, или даже практически все свои сроки. Им необходим средний ремонт. Средний ремонт раньше мы на своей территории, здесь у себя делать не могли. Поэтому сложность состояла в том, что машины из строя выходят, мы не могли их восстанавливать. И вот тогда мы начали думать, каким образом и какой сделать ремонтный цех, где и как. Ну и вот у нас получилось так, сложилось, что в Максаковке освободились помещения, мы посмотрели, они нас устраивают. Такие центры есть не в каждом регионе, поэтому появление такой возможности – лишний повод для гордости. Уникальная возможность ремонтировать пожарные машины здесь, дома, не выезжая в другие регионы – это колоссальная экономия республиканского бюджета. Так, замена пожарной надстройки заводом-изготовителем обходится около 3 миллионов рублей, а ее замена на базе центра – порядка 1 миллиона. Техники было куплено в 10-х, 11-х годах много, но, к сожалению, вот за эти 10-15 лет, которые техника проработала, пожарные настройки пришли практически в негодность. При этом сами машины, сами шасси, двигатели, они в хорошем состоянии, насосы могут еще работать долго и приносить пользу республике. Основные моменты, которые мы ремонтируем, это вот пожарные насосы, емкости для набора пены и воды. Основная эксплуатационная нагрузка идет это на пожарные надстройки. А непосредственно само шасси, оно по километражу, пробеги у него маленькие. Если, например, в городских условиях у нас пожарные автомобили водой заправляются из системы городской, то есть достаточно чистой водой, то все населенные пункты, забор воды происходит это с каких-то озер, речек, где-то болота применяются, соответственно, там песок, камни, все попадает.
Своего ремонта ждет порядка 70% автопарка. Раньше машины отправляли в Нижний Новгород, Челябинск или Пермь. Сегодня получается экономить и на дороге, а самое главное – на запчастях и самой работе. Местные умельцы могут справиться с любой поломкой. В техцентре стоят современные станки, позволяющие свободно работать с металлом. Планируется организация покрасочного цеха и усовершенствование слесарного. В год 15-летия также состоится открытие нового пожарного депо в Печорском Каджироме. В настоящее время в поселке Каджиром наше подразделение дислоцируется в приспособленной пожарной части, которая не соответствует современным требованиям по организации пожарной охраны. Соответственно, было принято решение построить новое здание. Здание построено. В ближайшее время мы планируем ввести его в эксплуатацию, переехать. Здание построено в соответствии со всеми нормативными документами. Кроме здания построена вся необходимая база для тренировок. Это 100-метровая полоса, полоса психологической подготовки, теплодымокамера, также тренировочная башня. Кроме этого, необходимые конструкции для хранения ГСМ и размещения пожарной техники. Также здание укомплектовано всем оборудованием, средствами связи, мебелью, необходимыми для несения службы и обеспечения оперативного выезда на пожары и ЧС. Противопожарная служба всегда работает по экстренным вызовам. И в случае чрезвычайной ситуации можно просто набрать на телефоне нужный номер. Там обязательно снимут трубку и отправят команду на помощь пострадавшим. Это стало возможным благодаря работе Центра обработки вызовов системы по единому номеру 112. Я сейчас вас соединяю со скорой. Будут дополнительные вопросы. Звонок бесплатный. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Хорошо? К слову, наш регион попал в десятку первых, где заработал такой центр. Изначально в штате было всего 26 человек. В январе 2015 года мы уже приняли первые звонки боевые. Центр обработки вызовов состоит из двух отделений. Основное отделение – это Сыктывкарское, и резервное отделение – это в городе Ухта. Сейчас наш штат составляет 62 человека. Суточные дежурства и режим работы 24/7, плюс к этому общение с людьми, которым нужна помощь здесь и сейчас. Все это требует стрессоустойчивости, поэтому будущие сотрудники проходят специальные тесты и беседу с профессиональным психологом. Далее специальное обучение, а затем непосредственно боевые дежурства выдерживают не все. Это стресс, потому что люди не звонят к нам, не обращаются к нам от счастья. Они звонят тогда, когда у них произошла беда какая-то. Вот. И выслушать слезы матери, у которой посинел ребенок, да, или еще какие-то там моменты, когда у кого-то дом горит, довольно-таки это сложно, накладывает свой отпечаток. Ну и сам режим работы сутки-трое все-таки тоже тяжеловато выдержать, может, бывает. Пик звонков приходится на выходные, праздничные, предпраздничные дни и, конечно, Новый год. На обработку звонка по регламенту 75 секунд, но уложиться вовремя удается редко. Тяжело опросить человека, когда он находится в стрессе, он не может объяснить, кричит, а нам надо саму суть понять, что произошло и где произошло. За сутки здесь принимается до 1500 звонков. Из них так называемые боевые примерно половина. Случаются повторные, справочные, ложные. В этом году поступило уже более 350 тысяч обращений. И это год еще не закончился. Можно смело утверждать, что к своему 15-летию Управление противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми подходит в режиме полной круглосуточной готовности выехать на борьбу с огнем, оказать помощь в чрезвычайной ситуации и, если надо, рискнуть ради того, чтобы спасти чью-то жизнь. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы празднуем 15-летие со дня основания нашего учреждения. Я хочу поблагодарить всех тех, кто стоял у основания нашей службы, поблагодарить ветеранов и действующих работников за выбор их жизненного пути. Впереди у нас много задач и планов, и я уверен, наша сплоченность и профессионализм поможет для решения этих задач. В этот праздничный день я хочу пожелать всем здоровья, удачи, семейного благополучия, ну и по традиции сухих рукавов. Уважаемые друзья, 15 лет – это вот осечка совсем маленькая. Нам с вами предстоит еще большая работа. Также развиваться, совершенствовать нашу с вами деятельность, чтобы и вы были всегда уверены в том, что сможете оказать помощь
и что вы к этому готовы и физически, и морально, и материально, и чтобы жители республики никогда не усомнились в том, что эта помощь им будет оказана. Поздравляю вас со знаменательной датой, желаю вам всем здоровья, успехов в работе, в домах, благополучия и здоровья вашим близким.